Время новостей в студии Луиза Хатуева, и вот чем запомнился уходящий день. В парламенте одобрили кандидатов в руководящий состав правительства. На назначение Эдельгириева Абубакара Сайтусеновича председателем правительства Чеченской Республики. Председателя и вице-премьеров глава Чечни уже утвердил. Святое дело Родине служить. Хранить и приумножать его славу и величие. Свято соблюдать традиции защитников правопорядка. Служу России, служу закону. 48 первокурсников Грозненского военного училища получили удостоверение суворовцев. Сотрудники МЧС и Центра медицины катастроф провели мастер-класс для блогеров и журналистов. Проект «Кавказ безопасности» объединил участников масштабных учений из различных регионов. Первый зиплайн на всем Кавказе и один из самых длинных во всей Европе. Новый аттракцион для любителей экстремального отдыха появился на озере Казино-Ям. В парламенте прошло второе заседание 4-го созыва с участием главы региона. Здесь состоялась процедура утверждения в должности председателя правительства и вице-премьеров. Руководящий состав, кабинет министров Рамзан Кадыров призвал активно включиться в работу с населением и предлагать интересные проекты. Ясмина Гасаева продолжит. Первым на голосование была представлена кандидатура Абубакара Эдельгириева. По закону только согласия парламента глава республики может утвердить председателя и некоторых членов кабинета министров. В своей речи перед народными избранниками Рамзан Кадыров отметил новый уровень чеченского правительства, эффективность которого давно заметили и оценили в федеральном центре. Правительство республики, можно сказать, благодаря Эдельгириеву, эффективно, бабящую, в республике Ахилат Сааш, на федеральном уровне, как хороший специалист, любой отрасль халач, экономический, социальный, промышленный, сельское хозяйство, мелху кабинет чувак, министр кабинет чувак, обахи, мелдоши, мелху, вопрос, обсуждаемый, касающий региона, сега, вопрос на нужном уровне, отстаивать еще, проблемный вопрос, отстаивать еще военмага, на сегодняшний день, если посмотреть, конечно, регионшка, проблем еще, социально обязательно хочешь еще что який кейч хайосан задолженностью очень болхабос это заслуга председателя правительства таган кенекеру валитиальч даже предлагают в федеральном центре щача волчий обокр вайт хабалах замен цахильч вайт еще очень необходимый человеку в республике обокр дигваша вот сун обокр в школе один давойшу хонет ахюш форфол докханю тиеш мехлери حون حلقة كان صدقان دارودش خلالي حون يوش نبي يوش همان تعدان سمخر وش خلالي دانا سنجري حدا قردات دامو دانا تعشيك ويوش إيمان دلشوز دار Америка тебе. Ставлю на голосование. Кто за? Тот, чтобы дать согласие главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову на назначение Эдельгириева Абубакара Сайтусеновича председателем правительства Чеченской Республики. Против? Воздержался единогласно. Далди Альбертки. Да, Альбертки. أحسن جو لقر ما خادي سون يقصي للوزة أعمال لرا دا مغلاوي حلقر نيقربو دا قدرش خردو أسلال مغلا دوش لسون تيشن بولش خلاري أس يقرر لي غلقش حشتش وقر حلق دوغر خلاري ساينش تحت خلاري استعاز تيشن بو استعاز دوش لو ديريز خلون لقر ما خادي أس. На должность первого вице-премьера представили Якуба Закриева. Молодой и перспективный, главное, целеустремленный и честный, охарактеризовал Рамзан Кадыров кандидата. مو دكان طوالش دوانا وقدكاش زكريا вообще دوانا خاص دوش صور بقلوش دوانا ملخم غلطي دوانا بقلوشي دوانا دوش لردش دوكو هون زغروزيت هنا دوانا باش دوانا
пока дон сбойщик дон так сбойщик саграл из дон самый диком дон председатель правительства дон ща он бал рези вуша так фина он си баба дон комфорт нахуй от ахалч дон удобно нахуй шин дон более спокойно нахуй ша бош хадуш так дон последующим ухода ауса дохуй даст. Если вопросов нет, ставлю на голосование. Кто за? Против? Воздержался? Единогласно дал Абертки Велибревне. На утверждение были заявлены и кандидатуры Мусы Ахмадова и Абубакара Тумхаджиева. Они оба также единогласным решением депутата заняли посты заместителей председателя правительства Чечни. Шарит Саидович, диканту, дуку ахег, на восту, вещь на восту, социолог, серьезное направление ее, правительство, харсан нах биза, дамула, уэ, мосо министерство ведомства, оди ду на восту, ду эл, хирду эл, тиш ду уэ, уже ша. Зампредса производства, да хого, як мероприятие шкурирует теш, хау фуэр, Jongert als van Moussa en Balkaldere is geladen, dan doe ik schuld geen aan, maar alle wat staan. Die bellen, doe bouwen, dan binnen, dan opbouwen, dan alle wat dik te goed dan. Als je kojoch, commerce te goed, wij babies te laden, zo niet, dat dik wel niet, dat уже عدولش يعني يوشلن уже دون كيش مش بأوبكستان بوق كيش بوعبل ويدان إز دون سمعة ترى دون هو أصلا بوق بيزابي شيء بوق بيزابي بيش سام مينستر وستان ويبرويس دون سام لوش مينستر دون دائما سأله أول مينستر وداستان أدو يوش ملو يوش إشي بوق دون خزهم بيزابي يوش يعني خز دون бомбеж, хауошу дальдона, кисова килоэстиадона. Какие бы посты и должности ни занимали, каждый из вас выбрал не просто работу или профессию, а путь. И на этом пути необходимо выкладываться на 100%, подчеркивает Рамзан Кадыров. Цели и приоритеты те же – улучшение благосостояния чеченского народа. Нет, как я докой дан. Это ши киуэлек виздан милора. Тарандона, вы докудона, бубиш бахбой. Угрялова чудин надана. Ши родошту адан, синс амелдеш, шудеш пути. Моду худу милду элла, вы нет, вы шавеги хилчи. Так вы мака уже парахту хали маршу хали дан. Харня хуня бо. أدمي داخل إلسي خليت دنيا غلق يا حضان مصوما نسولج أك دنيا إخت حضانا لوش هنسولج بها إلسي خليشات تندي ويد ما مسا أدمين دانا نيستك دوزيوج ويدخويت أك ويدانا إلسي خلدو دانا أك بي ويدان داخل نستليشات دانا أك بي دانا دال وينا ديك نعوي سودا ريشات دانا وين نستلارتر دير ويد ويهوديش حوش دانا تهان أحمد أوه правительство бабляш мать أوه إنستي شو عش مات أوه غالنا شيرخة قاعدين إذا تقحلوش خلش نركبان لا قاعدين قاعدين بعتك زرولهم من الحلوش خلش حنيا شو تسالقان دول يدوسي دي داستان سندي ويدان أدمي كولتورة جزدي إخيسي ويدان سير الدنيا غلق يحوي وقدم دعونا ويلا ليلر ويخيتسن اتسان داخل نقلخ سناهن ديش ديزي شكول عدون دا ديتسكي ساعد عدون دا ديش ديزي دين نانير عبير زش جاعد ديز اتستير دون دا ويديش ديزي الديش رسي غلق دين دور قوة ديزي عبير ويتسعام دا كانت مت أو بروفيسور هالشيء يبيننا هالوقت كان مت أو ديك أنت خليتون ديوش خلصات شو ناقص هالوقت شو ده استعمال لا ده استعمال لا أحياء ديز ويدون ويدا ما ساشي كوي وكي مشبو ساشي كوي وشتون ويدا خد ديكي خد هور دينا كان خيش صودا ديك بابي بقول دوق تبوكي دوق لونه ده شيء ويلا نيت ويدون ليلر دون ديل ده ما مسيري وصودا لي دون ويداخل دون قيتار دون
Работа с населением должна вестись регулярно. Менять нужно только методы и способы разъяснения. Глава Чечни призвал не собирать молодых людей на скучные лекции, а разрабатывать новые проекты, чтобы и интересно было, и при этом поучительно и познавательно. Ясмина Гацаева, Магомед Мударов, Денис Хавхаров при поддержке пресс-службы главы республики. Новости. Рамзан Кадыров провел совещание с главами администрации районов. Обсуждались актуальные вопросы муниципалитета. В начале встречи глава республики отметил работу руководителей администрации в ходе подготовки к единому дню голосования. Также Рамзан Кадыров поздравил Владимира Кашлюнова с избранием на должность депутата парламента и отметил его заслуги на прежнем посту. Напомню, ранее он занимал должность главы администрации Наурского района. Обязанности руководителя муниципалитета после выборов исполняет сын Владимира Александровича Дмитрий Кашлюнов, работавший до этих пор первым заместителем руководителя администрации главы и правительства. Владимир Александрович, уже депутатом стал, возглавлял Наурский район с первых дней. Я еще помню, когда Ахмад Хаджи отправил людей: вот найдите мне человека, который не уехал и не уедет, будет служить Наурскому району, народу и республике. Такого патриота найдите мне. Вот привели Владимира Александровича, он со своей семьей там жил в Наурском районе, и он и семья всегда вот с командой Ахмад Хаджи служили народу, и до конца не было ни одного там, допущенной ошибки, и поставленные задачи были выполнены. Мы все очень вам благодарны, Владимир Александрович. И вот видите, вот пенсионный, так скажем, возраст, хотя вы молодо выглядите, вы были нужны. Но мы вашу семью еще не отпускаем. Дмитрий Владимирович, он возглавил район, мы тоже, вот он сотрудник МВД, последующем перешел там в администрацию. Он хотя занимал должность министра, первый заместитель главы администрации, но все-таки это ваш район, там нужен человек, который будет продолжить дело отца, будет продолжить дело Ахмад Хаджи, и мы хотим в последующем, чтобы Наурский район, так скажем, стал делать из Наура город, поэтому нужны новые там молодые, так скажем, кадры, и поэтому, исходя из этого, на сегодняшний день возглавляет Наурский район наш брат, ваш сын Дмитрий Владимирович. Желаю удачи ему и вам тоже на новом должности. Спасибо вам за службу, за отношения, за преданность делу. Спасибо большое. Спасибо в первую очередь за доверие все эти годы. Я эти помню слова Ахмад Хаджи, когда он искали, нашли. Вот. Я, конечно, был растерян, но тем не менее, как мог, все годы старался, с вашей поддержкой. Я чувствовал эту поддержку всегда, Рамзан Ахмадович. Даже иногда вы могли бы поругать, но вы это дело немножко опускали. Вот. Ну, я надеюсь, что новый глава, мы его не оставим в этой беде, в этой работе. Будем помогать ему. У него очень много появилось друзей, знакомых за этот период работы. Я думаю, что все такое же внимание, такую же поддержку будут оказывать. Мы не подведем вас. Ни вас, ни республику, ни район подведем. Спасибо за доверие. Спасибо большое. На совещании также обсудили вопросы инвестиционной привлекательности региона. По словам Рамзана Кадырова, работа в этом направлении в некоторых районах ведется слабо. Глава республики призвал чиновников, неуверенных в своих силах, покинуть этот пост. Он также отметил, что должность руководителя муниципалитета возлагает большую ответственность. Да, действительно, сложность ситуации в мировом сообществе, в частности, в нашем государстве, но вы должны понимать, что содержать город, район – это наш долг в первую очередь. Инвестиции привлекать, создать площадки инвестиционные, это коммерческие, заинтересованных людей, заинтересованность, мы больше на словах, чем на деле даже. Уже воен гушду на спаддюч холхой даслан.
Просто чтобы вы подумали, реально, справляюсь ли я на этом месте, или я мешаю, или я где-то в другом месте, было бы лучше, вижу себя на другом месте, глава Хильчи, в команде человек, дьявола, сиявала, еще шмуэй, нет бы именно зацепить один ашвуч, так, или программ Хильчи, программ, программ бьются, стратегически, важный, юбосы, хотя бы, поэтапно, реализация этой программы, или совидение, что со взгляд, что, конечно, саю видно, что взгляд, что, реализация, помещать в гушке, поэтому, Бог выйдет, со слов, надо переходить к делу, вот дух амир, что вы, более изменения, хиро, шушун, شادون حاجة تولس تساوي دون ولا يدون ده هذا دو سو هذا وال شوتيه سو هذا شوتيه دون لاش شو هذا غير شوتيه ده شو هذا شوتيه شو ديك بابتيه سو ده هو بابتيه سو ده يا ديك بابش فو هذا سو نم فو إثبات عديك بابنا أصلا لهذا بيسن دون بيبتاح لشين بتاع لبر بتاع على والص دون تاع صح ما دوش سخر أحد وانا وين برضه وانا وين مقطعور بعد كده ده دون تاع جودي هذا ده هو رجع دون وين ما ديتشي وين ما بيحشي دون تسخيش سنة يتصل ده دون عدوي شو ده دون دي تدش عود محط عود إيش شو ده وقت أصلا يو конечно да ситуация да она как будто там ощущается الإنسان قديسا ده فأحمد عم تغير شغله شو ده أصلا هو يعدل الله أصلا شو مانجر ما ده شو ده أصلا مانجر وقت ما يجي ده أصلا بيزنس مان صندوق يعمل ده أنا يعمل ده أحد دولش على سيد ده كريديت ويش بانك سي باب ويش وخات سي ويش وخات ويش ده يلا بوضع بيشموش لسه رزيتي غورد الريون خليت تاستون خينستون بوشات دون شيستون دول هو اشتاقوش سي وخان سي تاع يلا تاخلش شيء زي انتريسوات ايش دون داس دون شريون داس دون دوكو ريون شكا دوكو دون حايش دون ناخ اسفلادا وتبير بوش ناخ مو داس دون إتى بوشات شين ما يتسنى متى ويسن بوشات شين يستون ويست دون نو تاع موش دوش سن هو ده استون لا جودي خدوس ده استون ولا يدون شيء بلور بوش في ده ده أصلا هوكا بيدش ده تدرس ده استون دخلوا شوف ريمان ده كده اللي هوكا حد يدرس أجي يسوي بيش بيديك بوابو من ده يستعمل نقولي خير ده استون дати патриот, дати предан, дати любиш своє діло, діло в служении народу. Но скоро материал хатсига да. Обязательно الشعبي управление خلق ما ده زي ده. سند استطاع وقت ده حوصة حوصة باص سمسة بقى خلق ده شو فين ده أصلا. أتو قشير إيش بواب العالم ده أصلا. أنا دي ده بدش دم بول جود دم. صل ده أتخذ دوان إيه أتو قشير بس سأل شيء دوان. خلوان دعال أتج أعلى لحية ديسكوي ده. أيوة شو خلوه دوان. أتصل خلق شيء هو دينات عم ده ديسكوي إن خلوان دوان شك ده أصلا. غير ولا بوجاوش. شاش مش عبو خاديز دون بيزنس هو هو شو ناخذ بيز ولا داست شين تخا ولا هو شو ولا خلي بيز تنسود عوض تمو تعام تسلوش تحلي تبانك سيد ساعات سيد ساعات انفستر ساعات سيد اتفست لوش تاعت ده سام ابيدنا شتو ما نبيلهم ناس باتفست نستاس وين اتلاقوا يا مصر ما دون إيش ده لا شيء لو أنا بآخر اسمه السودان تناخبا ده يتدين أوه يخشوا أتنشين ده أصلا دينا شو عوش كيش ده ساشتا شيء نو إيدي شلون شيء دق على عوش وتشاش عوش تحتلو شلون زملهم ضاعوا قد شاك دور سليدو شو أدوش وزمل بوقت صباح دون ما يدل يقين بلاد شو بريكس سوي على من تارنهم شو أصلا ده ما ضيوي ده أصلا
Управление Федеральной службы войск Национальной гвардии по Чеченской Республике возглавил Шарип Делимханов. В правительстве его утвердили в этой должности. Указ был подписан директором Федеральной службы войск Национальной гвардии России, главнокомандующим войсками Нацгвардии страны Виктором Золотовым. Напомню, ранее Делимханов был командиром полка полиции по охране нефтегазового комплекса управления вневедомственной охраны. На новом посту Шарипа Делимханова главе Чечни Рамзану Кадырову представил командующий войсками Северокавказского командования внутренних войск Национальной гвардии Евгений Зубарев. Он выразил уверенность в том, что опыт и профессионализм Делимханова помогут вывести работу нового управления на должный уровень. В подчинении управления входит авиационно-разрешительная система в полном составе, управление по охране важных объектов, подразделение отряда быстрого реагирования СОБРа и подразделение ОМОН Чеченской Республики. Спасибо, Евгений Александрович. Действительно, это доверие, огромное доверие. Я уверен, что Шарип Султанович оправдает. Мы его с этим поздравляем. Служить в Национальной гвардии, я считаю, это достойно. Потому что у нас создана структура во главе с патриотом России, который всегда был рядом с верховным главнокомандующим и показывал верность, преданность, патриотизм. Это дорогого стоит, поэтому вы не новые люди в этой системе, и вам не новое то, что сегодня вы должны заниматься. Поэтому я уверен, что то, что вы перешли на Национальную гвардию, вы это будете чувствовать и будете делать все для того, чтобы вами гордились и мы, и гордились ваше руководство. Я желаю вам удачи. И что касается руководства республики, мы будем делать все для того, чтобы у вас не было проблем абсолютно, чтобы вы могли свои обязанности выполнять на все 100%, и всегда будем взаимодействовать на высшем уровне. Дай Аллах, чтобы у нас получалось во всех направлениях. Территория Чеченской Республики, территория мира и стабильности. Мы дорого заплатили за мир, за стабильность. И мы должны повышать качество профессионализма, чтобы минимизировать потери, максимально, чтобы были у нас результаты. Самое главное, чтобы у нас вообще в рядах этих шайтанов не появлялись граждане нашей Чеченской Республики и других территорий. Это первая задача. И так каждый знает свое дело, к чему его призвали и что он должен делать. Поэтому, Евгений Александрович, сотрудников вы всех знаете поименно, не только их и остальных, потому что мы много времени провели вместе и в горах, и в других местах, проводили специальные мероприятия. Я думаю, что они поставлены задачи выполнить на все 100%. Для этого будет. 48 первокурсников Грозненского военного училища имени Ахмата Хаджи Кадырова получили удостоверение суворовцев. Они дали торжественное обещание служить закону и порядку. Церемония клятвы прошла на Аллее Славы. Поздравить будущих правоохранителей прибыли и официальные лица, в числе которых руководство МВД республики. Репортаж Хамзата Аюбова. Начищенная до блеска парадная форма и не менее яркое настроение. Курсанты в одной из своих первых построений ждут официальных гостей. Сегодня у первокурсников особый день. Церемония принятия торжественного обещания служить Родине верностью и честью. Первым делом по традиции возложение цветов к мемориалу первого президента Чечни. Под строгое равнение проносится флаг Грозненского Суворовского училища. Гимны России и Чеченской Республики исполнили все вместе. С этого момента каждый из вас осознанно, с полной ответственностью
становится истинным защитником народа, вступает на доблестный путь становления стража правопорядка. Я, как руководитель Суворовского училища, неизменно воспринимаю такое событие, как большой праздник. Это огромная честь и одновременно огромная ответственность. Сегодня вы делаете первый шаг для того, чтобы стать в будущем сотрудниками полиции и достойными продолжателями великого дела первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмадхажи Кадырова. Перед лицом своих товарищей и командиров юные суворовцы обещают неустанно стремиться к физическому и духовному совершенству, почитать старших, младшим помогать, не ронять честь, быть достойным гражданином своего отечества и... Хранить и приумножать его славу и величие, свято соблюдать традиции защитников правопорядка. Служу России, служу закону. Сразу после обещания первокурсники получают удостоверение суворовцев. Первым поздравил своих будущих коллег министр внутренних дел по Чеченской Республике Рустам Алханов. Поздравляю вас с принятием присяги. Вы избрали нелегкий путь служения Отечеству и своему народу, надев форму и погоны, но для того, чтобы впоследствии стать настоящим профессионалом, вам необходимо пройти этот первый этап, на который вы вступили. И этим первым этапом является ваша учеба в одной из самых престижных учебных заведений, которое носит имя нашего первого президента Чеченской Республики, героя Российской Федерации Ахмада Абдулхамидовича Кадырова. И вы должны помнить, что это большая честь и ответственность. Отметили на празднике первокурсников и их учителей. За заслуги в своей работе вручил награду преподавателю русского языка в Суворовском училище, исполняющий обязанности министра образования Республики Исмаил Байханов. Коллега, который много сил и времени отдал, чтобы вы стали достойными продолжателями славных традиций Суворовского училища. Действительно, сегодня в Суворовском училище созданы идеальные условия. И, как сказал Руслан Шахович, вам нужно только учиться и учиться. Больше Сегодняшнее принятие торжественного обещания. И не где-нибудь, а на этом святом месте, напротив музея, человека, который не просто жил на этом свете, не просто был президентом. Человек, который ценою своей жизни утвердил сегодня мир и порядок на нашей земле. Гордитесь этим. Свои желания, ярса, тогда уж бабеш, цунце бабеш, исан даволяш, ярса. Больше самих курсантов волнуются родители. Некоторые пришли провожать ребят в первый курс с целыми семьями. Ну и, конечно, у матерей нашлось, что сказать в напутствие. Везандел, дала, хунар, хегал, قيتم دون الله قون خلا لوي شو حيخر خواشنا شو كوغل خواشنا شو نيش نو дадагит дал пурба лоэль. Наши сыновья не хотели так рано умирать. Мы не в силах высушить слезу. Думаем о них, и мысли стонут о тех, кто был отчаянно бесстрашен. О молодых бойцах, недолюбивших своих жен, детей и матерей. О тех, как Ахмадхажи, за родину погибший от рук отъявленных бандитов и зверей. Но слово конах, любимое народом, намного выше званий боевых. Хокбери дал эту боль, дал хунарлойль. Каждая мать хочет видеть своего сына, мне кажется, лучшим из лучших, но мое желание, чтобы он стал полезен для нашего общества, для нашей республики. Организаторы подготовили и культурную программу. Ансамбль песни и пляски 46-й отдельной мотострелковой бригады ордена Жукова исполнили, конечно же, только патриотические песни. В стороне не остались и курсанты. Суворовское училище в Грозном открылось в 2008 году. За 8 лет через стены военного учебного заведения прошел не один десяток выпускников. В этом году на этот путь встали еще 48 юных патриотов. День принятия торжественного обещания для курсантов завершается на приятной музыкальной ноте. А уже послезавтра на учебу. Хамзат Аюбов, Мансур Саев, Ислам Расуев. Новости.
На страже здоровья правоохранителей медицинская служба Министерства внутренних дел России отмечает большой юбилей – 95 лет со дня образования. На врачей особой категории возложена особая ответственность. От их профессионализма и оперативности зачастую зависит жизнь и здоровье сотрудников МВД. Слово Луизе Андеевой. Медико-санитарная часть МВД Республики функционирует с 2000 года. Вначале это был просто маленький медотдел с численностью около 2 десятков сотрудников. Теперь же это большая квалифицированная клиника со своей диагностикой, лабораторией и передвижной перевязочной. Ни одна проведенная спецоперация силовиков не обходится без их участия. Медики-санитарной части МВД, как и полицейские, на боевом посту. Вот только выполняют они другие задачи, спасают раненых. А свободное от основной работы время учатся действовать в чрезвычайных ситуациях. Такого рода занятия мы проводим часто. До сих пор, правда, проводились мы на территории медико-санитарной части. Включала в себя эвакуация раненых из частного домовладения, многоэтажных домов. И после того, как мы получили автоперевязочное на базе КАМАЗ, мы решили выехать в горно-лесистую местность. Впрочем, нынешней спокойной обстановки работы врачам тоже хватает. Профилактика здоровья полицейских не менее важна в повседневной жизни. Все структурные подразделения, которые находятся в составе МВД по Чеченской Республике, охватываются профилактическими осмотрами, в результате которых мы выявляем на ранних стадиях заболевания, диагностируем их, лечим их и пытаемся оказать как можно более квалифицированную профессиональную помощь людям, у которых выявлены различные заболевания. Современные здания и наличие собственных лабораторий – не единственный повод похвастаться для врачей. Теперь госпиталь имеет возможность не только лечить, но и оперировать. В хирургическом отделении на сегодняшний день проводятся практически все виды операции. Благодаря тому, что в феврале этого года у нас открылось реанимационное отделение, расширился спектр операций, которые мы сегодня можем выполнять в наших условиях. Более тяжелые полостные операции проводим. В медико-санитарной части проходят обследования не только полицейские, но и сотрудники МЧС. Квалифицированные врачи работают круглосуточно. Среди них немало офицеров полиции. У нас часто проводятся семинары, конференции, проводятся лекции по самым актуальным болезням. Процентов, наверное, 80-90 это у нас врачи с высшими категориями, есть кандидаты медицинских наук. Медсанчасть только в день принимает несколько сот сотрудников и членов семей погибших. К последним здесь относятся особенно трепетно. Лёш дико букуда, дико аустрыг. Бог чунчо, внимание уделять. Порядок, законно, чистота. Приятно здесь. Луиза Андеева, Расул Арцухаев, Луиза Юнусова. Новости. В Стамбуле прошло заседание межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. В нем приняли участие и представители Чеченской Республики во главе с исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Хасаном Хакимовым. Стороны обсудили ряд важных вопросов, среди них обмен образовательными программами и опытом в области сельского хозяйства и привлечения инвестиций. Говорили здесь и о реализации достигнутых ранее договоренностей по созданию российско-турецкого колледжа в Грозном. Затронули и вопросы включения аэропорта «Северный» в реестр перелетов турецких авиаперевозчиков. Большое значение мы придаем также региональному взаимодействию между нашими странами. Отмечаем успешное сотрудничество российских регионов с Турецкой Республикой. Активно реализуются проекты в Москве, Санкт-Петербурге, во Владимирской и Липецкой областях и многих других регионах. Турецкий бизнес уже хорошо знаком с Татарстаном и с особыми экономическими зонами, которые там созданы. Как сказал господин министр, он уже побывал в Татарстане, последний визит состоялся 8 октября, и уверен, что тесное сотрудничество в региональном аспекте послужит благоприятной почвой для создания новых взаимовыгодных проектов. Также и Чеченская Республика заинтересована в углублении контактов с турецкой стороной. Что касается сотрудничества в финансово-банковской сфере, мы выражаем надежду на то, что сотрудничество между банками
России и Турции получит дальнейшее развитие, будет способна в полном объеме обеспечить расширяющееся торгово-экономическое сотрудничество между нашими странами. Благотворительные акции в честь прошедшего дня Ашура продолжаются. Для детей из малоимущих семей, а также страдающих ДЦП организовали масштабные развлечения как в районах, так и в столице. Для ребят подготовили множество сюрпризов и подарков. Все затраты взял на себя региональный общественный фонд имени первого президента Чечни. Обо всем по порядку Луиза Баснукаева. Хеда с племянником сегодня отмечают священный день Ашура. Здесь их радуют мультипликационные персонажи, национальные танцы и много всего интересного. Абубакару 14 лет. Мальчик болен ТЦП. Он не ходит, не разговаривает и не может есть самостоятельно. Женщина признается, что очень обрадовалась возможности прийти на этот праздник. Вместе с Абубакаром 35 детей с схожим диагнозом со всего района отмечали религиозный праздник в Доме торжеств. Приехала в гости и команда проекта «Мокшмерш». Такой запоминающийся радостный день удалось организовать благодаря региональному общественному фонду Ахмата Хаджикадырова. Дети получили ценные подарки и игрушки. Наслаждались концертом, кто-то танцевал. Дети, оказавшиеся в такой тяжелой ситуации, должны и будут находиться на особом контроле у государства, у органов исполнительной власти. И как выражение вот такой заботы об этих детях было организовано сегодняшнее мероприятие. Мы всегда должны поддерживать как детей, так и семей, в которых находятся такие дети, потому что одним справиться с такими обстоятельствами тяжелыми достаточно сложно бывает. И для нас большая радость вызвать улыбки на лицах детей, на лицах этих родителей, которые посвящают большую часть своего времени, сил для того, чтобы дети с детским церебральным параличем все-таки почувствовали и радость, и почувствовали вкус жизни. Мать 4 детей Марьям тоже пришла с детьми. В то же время благотворительная акция была сегодня организована и для детей Наурского и Надтеречного районов. Для них организовали экскурсию по столице республики. Затем мероприятие продолжалось в торгово-развлекательном центре Гранд Парк. Здесь дети смогли развлечься за игровыми автоматами, после чего отправились на праздничный обед. И каждому ребенку вручили игрушки, комплект одежды и обувь. Благодаря региональному общественному фонду у малоимущих семей появилась еще одна возможность устроить праздник для своих детей. Считается, что в день Ашура необходимо проявлять щедрость, раздавать милостыню, дарить подарки особенно нуждающимся. Луиза Баснукаева, Шамиль Саламов. Новости. Почти 500 миллиарда рублей задолжались жители Шелковского района за потребленный газ. В связи с этим сотрудники газовой службы провели очередные рейды по должникам. Тех, кто в очередной раз отказался погашать накопившуюся сумму, в качестве крайней меры пришлось отключить от подачи голубого топлива. Продолжит Хавайдиева. Когда напоминания и предупреждения не помогают, сотрудники Межрегионгаза прибегают к крайним мерам. Только за один день газовиками в Шелковском районе от подачи голубого топлива были отключены дома десятки злостных неплательщиков. Потребителям, которые вновь самовольно подключат голубое топливо, грозит административный штраф до 15 тысяч рублей. Майрбек Джамалдаев должен ресурсоснабжающей компании 30 тысяч рублей. Мужчина проявил сознательность и оплатил часть долга на месте. Остальную же часть планирует выплатить в ближайшее время. Между тем, газовики сетуют на отсутствие потребителей платежной дисциплины, что ведет к образованию задолженности у части населения. Наша компания идет навстречу потребителю и заключает соглашение о поэтапном погашении задолженности на 6 месяцев. При условии 30% оплаты от общей суммы задолженности за потребленный газ заключается соглашение о поэтапном погашении долга на срок от 3 до 6 месяцев. Во время рейдовых мероприятий некоторые потребители утверждали, что оплатили долги, однако соответствующую квитанцию предъявить не смогли. Другие вовсе отказывались открывать дверь представителям службы. Всего
Всего в республике 278 тысяч абонентов, 70 из которых периодически забывают оплатить квитанции. По словам сотрудников Межрегионгаза, благодаря постоянным рейдам удалось немного снизить цифру злостных неплательщиков. Изменения наблюдаются, но, к сожалению, только после рейдовых мероприятий. Я хотел бы подчеркнуть, что мы не можем всю жизнь проводить какие-то специальные мероприятия, рейдовые мероприятия. Если не согласны платить за газ, значит, надо искать себе альтернативное топливо, трава, уголь или оплачивать за газ. Для удобства потребителя в республике созданы все условия. Оплатить счета за потребляемые услуги можно через терминал, почту и банк. В настоящее время долг за потребление газа в Шелковском районе составляет более 440 миллионов рублей. Сумма колоссальная, значит, и работы у представителей газовых служб предстоит немало. По их словам, рейды будут продолжаться до полного погашения долгов. Хавая Дива, Шамиль Пиев, новости. Школьники и родители села Пригородное бьют тревогу. Дело в том, что там работает всего одна школа, которая переполнена более чем в 2 раза. А детям, проживающим на окраине села, приходится добираться до нее около часа. Речь идет даже о ведении 3-сменки, а некоторые занятия проходят прямо в коридоре. Слово Седи Сапаровой. Ребят, подождите, пожалуйста. Вы куда это так бежите? В школу. Так любите школу? Да. А чего в вашей школе не хватает? Больших классов, спортзала. О проблемах любимой школы четвероклассники Ахмад и Керим говорить не стесняются. Мало того, их вот уже несколько лет обсуждают все жители Пригородного. В селе, где проживает больше 7 тысяч жителей, функционирует только одна среднеобразовательная школа. Сегодня здесь обучается более 900 детей, в то время как рассчитана она всего на 400. Пришлось в этом году это здание переоборудовать под учебные кабинеты. Библиотеку мы здесь разместили, здесь у нас мастерские. Вот этот кабинет мы переоборудовали под учебный класс, потому что вот такие предметы, как технология, черчение, тогда все эти предметы нам приходится проводить в вот этом подсобном помещении. Столовую, актовые и спортивные залы здесь упоминают только с приставкой «мини». Рассчитаны они всего на 30 человек. Сама школа состоит из 3 одноэтажных зданий, 2 из них расположены в центральном корпусе. Здесь обучаются старшеклассники. А чтобы добраться до корпуса начальных классов, необходимо преодолеть путь почти в 200 метров, мимо сельской администрации и здания почты. Классы в школе переполнены, что серьезно сказывается на успеваемости школьников. У учителя просто нет возможности во время урока уделить внимание каждому школьнику. Благодаря уже принятым мерам школе пока удается функционировать только в 2 смены. Однако в будущем здесь уже рассматривают введение 3-сменного обучения. Если в течение определенного времени так будет продолжаться, дети будут поступать к нам в том же объеме, в том же количестве, в котором они к нам приходят каждый год, мы, наверное, уже будем 3-ю смену создавать. До начала занятий еще 2 часа, но Иман и Марха уже собираются в школу. Чтобы не опоздать, 8-классницы живут на окраине Пригородного, а единственная школа расположена в 6 километрах. Идти больше часа. Наличие всего одной школы серьезно затрудняет жизни тем жителям, которые проживают на окраине села. Каждый день в дождь, снег и жаркую погоду Марижа Нукаева, как и ее соседи, вынуждена преодолевать путь в 12 километров, чтобы отвезти и привезти свою внучку из школы. До этого халагатин я уезд, и уезд, арджолш берешь, халду. Тхона кузюхет школ, хелчит школ, ютха тхон юхет ханюхе школ, хелчит тхон чох халду сирен диалх береш диалх я сирен цадош халду. Жаль яшду но хадерк, кир, шила хилуа хил тхон чох халду. О многолетней проблеме жителей села в Республиканском министерстве образования знают, и, как ожидается, в ближайшие годы она будет решена. Если не предусмотреть в ближайшие годы строительство новой школы, то придется перевести обучение на 3-сменные занятия. Ожидается в ближайшие годы строительство в селе Пригородное новой школы по федеральной целевой программе «Юг России», которая рассчитана до 2020 года.
В этом году в Чечне по федеральной целевой программе «Юг России» были открыты сразу 19 школ. В селениях Катар-Юрт, Илсхан-Юрт, Ойсхар, Кади-Юрт, Джалка, Бачи-Юрт, Толста-Юрт, Чечен-Аул, Комсомольская, Алхан-Кала, Гойты, Мискер-Юрт, Братская, в станице Каргалиновская, поселке Гекала. 2 школы были открыты в Гудермесе и по 1 в Грозном и Урус-Мартане. В связи с этим в некоторых населенных пунктах удалось победить трехсменку. Однако, несмотря на положительную динамику, проблемы остаются. Так, самыми перегруженными являются школы Гудермесского и Грозненского районов, а также чеченской столицы. За последние 2,5 года удалось построить 32 школы. Такого прецедента на Северном Кавказе, да вообще ни в одном субъекте Российской Федерации нет. Если, скажем, в прошлом году 68 школ занимались в 3 смены, то в этом году это 48 школ. Если в прошлом году детей трехсменников было более 20 тысяч, порядка где-то под 30 тысяч, то в этом году по оперативным данным это 12 тысяч. А пока строительство школы в селе Пригородное только в проекте, учителя продолжают искать помещения. Школьники учатся в тесноте и не обижаться, а жители окраин планируют устраивать дежурство, по очереди забирая всех соседских детей со школы. Седа Сапарова, Магомед Мударов, Дани Хавхаров и Джамал Эл-Худжалиев. Новости. В Чеченском государственном университете стартовала 2-я Северокавказская олимпиада по немецкому языку, проводимая под эгидой постоянного академического партнера регионального вуза Германской службы академических обменов. Олимпиада собрала в стенах учебного заведения студентов и преподавателей со всего Северного Кавказа. В программе запланированы также культурно-ознакомительные мероприятия. Это презентация республик, экскурсии и лекции известных ученых. Олимпиада будет проходить до 13 октября. Научиться спасать себя и других. Такая возможность появилась у блогеров и журналистов в рамках проекта «Кавказ безопасности». В ходе масштабных учений спасатели и врачи Центра медицины катастроф провели для них мастер-класс. Они рассказали, как вести себя в экстремальных условиях и оказывать первую помощь. Закрепили знания в ходе специальных испытаний. Навыки коллег оценил и наш корреспондент Рамзан Джамбеков. Главная цель экстремального квеста – предупреждение чрезвычайных происшествий и минимизация их последствий. В Чечню съехали журналисты и блогеры с разных регионов страны. Здесь они должны были проявить свою физическую подготовку, ловкость и быстрое принятие решений в сложных ситуациях. Цель этого занятия – это обучение различных категорий граждан правилам оказания первой помощи и безопасности жизнедеятельности. В прошлом году мы почти 1500 человек потеряли в ДТП на территории Северного Кавказа. И для того, чтобы изменить эту ситуацию, мы должны учить людей оказывать первую помощь. И вот это вот и есть основная задача наша. Перед началом квеста специалисты МЧС провели для присутствующих мастер-класс по оказанию первой помощи. Участники состязаний в полной мере смогли ощутить себя в роли спасателей и пожарных. Разбившись на 2 команды по 8 человек, они соревнуются в скорости и умении быстро тушить пожар. Все действия здесь должны выполняться синхронно. Исходя из того, что я сегодня впервые участвовал, точнее играл роль пожарного, чувствуется когда прилив адреналина и кажется, такие ощущения, что ты уже спасатель, то есть ты помогаешь людям. Блогеры и журналисты также узнали, как вытащить пострадавшего из аварийного автомобиля без последствий для здоровья и реанимировать его. Несмотря на то, что они не являются профессиональными спасателями, с заданием они справились отлично. Вторая часть состязания продолжилась на Грозненском хребте. Это место идеально подходит для мастер-класса и состязаний между участниками в экстремальных условиях. Вот эти места зафиксированы. Молодцы, Под наблюдением опытного инструктора участники совершают первые шаги по отвесной скале. Каждому из них необходимо спуститься вниз и подняться вверх. Все это необходимо делать на скорость. Эти же знания, они в дальнейшем им пригодятся. Если они спасут хотя бы 1-2 человеческие жизни, это будет той целью, которую преследует Кавказ безопасности. Благодаря экстремальному квесту и мастер-классу представители СМИ смогли пополнить багаж своих знаний. При этом все они надеются, что полученные здесь навыки им не придется применять в жизни. Рамзан Джамбеков, Булат Баканаев, Луиза Юнусова. Новости.
В Чечне появился новый аттракцион для любителей экстремального отдыха. На озере Козиной-Ам запустили первый зиплайн. На металлическом канате можно пересечь всю жемчужину Северного Кавказа и при этом разогнаться до 80 км в час. Уже прошли тестовые испытания, а совсем скоро состоится торжественное открытие. Репортаж Алхазура Керимова. Целим? Надежная страховка, пара ловких движений и с высоты птичьего полета открывается неописуемая красота чеченского высокогорья. Это первый зиплайн на Кавказе и один из самых длинных во всей России и Европе. Жемчужина Северного Кавказа готова принять любителей экстрима. Первым весь маршрут зиплайна испытал автор проекта Руле Бругис из Голландии. Стальной трос соединяет противоположные берега озера Козиной-Ам и способен выдержать до 15 тонн нагрузки. Так что за безопасность волноваться не стоит, говорят специалисты. Очень много туристов, которые хотят, приехав, посмотреть на природу и параллельно заняться какими-то другими видами активного отдыха. Это трекинг, конные маршруты, на квадроциклах покататься. И сегодня они могут испробовать зиплайн. Без каких-либо рисков для здоровья можно выпустить адреналин. Все европейские стандарты соблюдены и не представляют опасности для здоровья человека. Для установки конструкции были приглашены специалисты из Словении. Всего на спортивно-туристическом комплексе Козиной-Ам 4 маршрута зиплайн. Здесь будут работать чеченские инструкторы, которые прошли обучение по технике безопасности. Сам трос зиплайна очень тяжелый, его нужно было перетянуть на другую сторону. И тяжело было делать первую и вторую станцию, так как высоко находится. Природа здесь прекрасная, и лично я нигде еще не видел такого длинного зиплайна через озеро. Длина самого большого маршрута составляет 840 метров. Чеченский зиплайн, по оценкам экспертов, уже вошел в тройку самых живописных и продолжительных. Официальное открытие канатного спуска ожидается в ближайшие дни. Алхазур Керимов, Зелим Закаев. Новости. На этом все. Спасибо, что были с нами. Всего доброго и хороших вам новостей.